В этом фильме рассказывается о гусеничных тракторах «Сталинец-60», которые в 1936 году совершили форсированный марш на расстоянии 1340 километров по якутской тайге в зимних условиях для последующего участия в перевозке грузов с замерзших на реке Лена пароходов. Среди любителей истории тракторной техники эта операция известна под названием «Снежный поход». С восстановлением индустриальных центров в Советском Союзе в первой половине 1930-х годов осуществлялся и курс на планомерное насаждение промышленности на окраинах, то есть в сибирских и дальневосточных регионах, в том числе Якутии. Якутия – регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. В 1920-х годах она уже имела большое количество разработанных месторождений. Среди них 27 золота, 69 драгоценных камней, 7 янтаря, 50 железа, 65 каменного угля, 4 нефти, 15 свинца, 40 мрамора. Добывались здесь также гипс, соль, графит, серебро, олово, ртуть. Золотые месторождения на реке Алдан в те годы являлись одними из богатейших в мире. Дальнейшее освоение природных богатств этого региона сулило получение огромных средств пополнения бюджета. И, разумеется, большевики после установления советской власти в Якутии начали осваивать эти далекие места. Но дело было это сопряжено с рядом трудностей, и одной из них было снабжение региона товаропродуктами. Несмотря на то, что в то время Якутия не являлась дотационным регионом, она никак не могла обойтись без завоза необходимых для жизнедеятельности северян материалов, оборудования и продуктов питания. Но надо сказать, что снабжение тамошних промышленных объектов было крайне неудовлетворительным. К ряду объективных причин этого, таких как экстремальные климатические условия, практически полное бездорожье, добавлялись еще чисто человеческие факторы: слабая квалификация, недисциплинированность и халатность должностных лиц и рядовых работников. Так, например, известен случай, когда на алданские золотоносные рудники не по назначению заслали 16,5 тонн оборудования и запчастей, которые предназначались для енисейских приисков, в том числе американский кран, электротрансформаторы, другое оборудование. В то же самое время запчасти до алданской драги оказались каким-то образом на Енисее. При этом 600-пудовый дражный барабан вообще был где-то утерян. Чтобы отыскать это оборудование, из Алдана было выслано 5 рабочих бригад, затрачено при этом более 25 тысяч рублей и 150 листов бумаги на переписку. Такие случаи были не единичные, и это в условиях, когда каждая доставленная тонна груза, каждый преодоленный при этом километр пути давались с большими усилиями и затратами. Город Якутск, столица созданной в 1922 году Якутской автономной Советской Социалистической Республики, был удален от ближайшей железнодорожной станции на 1265 километров, и первоначально его снабжение осуществлялось через Иркутск, сначала по железной дороге и затем гужевым, авто и другим транспортом. А с 1933 года грузы из центра в Якутию начали доставлять и пароходами по Северному морскому пути и затем по реке Лена в местные речные порты. В год таким образом завозилось около 12-13 тысяч тонн товаропродуктов. Иногда грузы не доходили до места и замерзали в реке на полпути во время сплава. Так случилось и в навигацию 1935 года. Пароходы «Партизан Щетинкин» и «Пятилетка» с грузами для Якутска находились еще около в 150 километрах до порта назначения, когда льды сковали реку и заблокировали движение по ней. Это создало напряженку со снабжением города и близлежащих поселков, прежде всего с продуктами питания и топливом. Чтобы поправить ситуацию, грузы с пароходов хоть как-то пытались
пытались доставить на оленях и собачьих упряжках, но этого явно не хватало. И вскоре в Якутске уже прекратилась свободная продажа продуктов питания, а электростанции останавливались из-за нехватки топлива. Обстановка ухудшалась день ото дня, и поэтому было принято решение доставлять грузы с пароходов в Якутск с помощью тракторно-санных поездов. В качестве тягачей при этом использовать тракторы С-60. Тракторы общего назначения «Сталинец-60» или просто С-60 выпускались Челябинским тракторным заводом. Завод был построен в годы первой пятилетки специально для производства мощных гусеничных тракторов. До этого времени в Советском Союзе массово производились только колесные тракторы, а гусеничные или завозились из-за границы, или выпускались мелкосерийно. Из-за отсутствия отечественного опыта строительства подобного типа тракторов в качестве основного объекта производства на новом заводе в Челябинске должен был стать один из зарубежных гусеничных тракторов. При выборе прототипа машины предпочтение было отдано изделию американской компании Caterpillar Tractor Company, одному из мировых лидеров производства тракторов и сельскохозяйственной техники, а именно ее гусеничному трактору Caterpillar модель 30 1925 года, который являлся развитием трактора модели Best 30, выпускавшийся еще с 1921 года. Но пока ЧТЗ строился, фирма Caterpillar уже начала выпуск новой модели трактора марки 60 Caterpillar 60, имевшего двигатель вдвое большей мощности и обладающего существенно более высокими тяговыми показателями и более высокой надежностью. Советским правительством были внесены коррективы в планы и принято решение производить на Челябинском тракторном заводе копии трактора Caterpillar 60 под маркой «Сталинец». 15 мая 1933 года с конвейера ЧТЗ сошел первый серийный «Сталинец» С-60. Трактор С-60 был оснащен четырехцилиндровым четырехтактным карбюраторным двигателем мощностью 72 лошадиные силы при 650 оборотах в минуту. Рабочий объем двигателя 18,465 литра. Основным топливом служил леграин, а пусковым бензин. В системе зажигания применено магнето. В коробке передач 3 передачи вперед и 1 назад. Максимальное тяговое усилие 4450 кг сил. Максимальная скорость 5,9 км в час. Масса этого трактора составляла 9,5 тонн. С-60 выпускался до 1937 года в количестве 69 100 экземпляров. Организацию и проведение операций по разгрузке пароходов было поручено Главному управлению Северного морского пути. Для ее осуществления на первом этапе в Якутск нужно было доставить транспортные средства, тракторы и грузовые прицепы-сани. Это можно было сделать только доставив технику в поселок Большой Невер, который находился на Уссурийской железной дороге и имел свою железнодорожную станцию, а оттуда уже перегонять ее в Якутск своим ходом. Таким образом, Большой Невер стал пунктом подготовки перехода и отправной точкой этой экспедиции. Ее техническую основу должны были составить 8 новых тракторов С-60, которые были перенаправлены сюда от других плановых потребителей. Правда, один из тракторов тут же был выведен из строя. Машину запустили в работу застывшей смазкой в коробке передач, в результате чего та безнадежно сломалась. Таким образом, тракторов осталось 7. Бригада трактористов была набрана из местных кадров, но понимая, что их уровень откровенно слабый для выполнения такого задания, руководство экспедиции запросило поддержку квалифицированными специалистами. Им на помощь из ЧТЗ были присланы инженер и 2 механика. С ними были переданы и запасные части к тракторам.
Для экспедиции в Иркутске были изготовлены и доставлены в Большой Невер грузовые сани. Но их пришлось сразу же переделывать на месте, так как салазки у них получились шире, чем колея трактора. Около месяца ушло на подготовку к началу перехода. В это время командировочные челябинские специалисты пытались решить несколько трудных технических задач. Во-первых, это масло системы смазки. Заводская смазка на сильном морозе застывала так, что ее рубили топором. А ожидалось, что по пути следования температура окружающего воздуха могла опускаться ниже 60 градусов. После нескольких проб удалось изготовить смесь смазки хоть с каким-то приемлемым результатом. Но забегая вперед, скажу, что все равно во время перехода нужно было, чтобы моторы тракторов постоянно работали, так как после остановки их приходилось разогревать кострами. Во-вторых, это жидкость в системе охлаждения. Простая вода замерзала, и это грозило разморозить и разрушить радиатор и блок двигателя. Вариант со сливом воды, а затем заливкой снова перед запуском двигателя не проходил, так как для одновременной заливки ее было необходимо 50 ведер, а в пути такого количества жидкой воды нигде не найти. Эту проблему решили тем, что вместо воды в систему залили керосин. Также нужно было решить, какое количество груза можно взять с собой в путь, чтобы тракторы могли тянуть их в дороге с трудным рельефом местности. Путь экспедиции пролегал и через снежную тайгу, и через горные перевалы. До этого времени имелся опыт перевозки тракторами С-60 на санях грузов весом 8-9 тонн. Но в данном случае этого было мало, так как помимо расходных материалов для самой экспедиции хотелось взять еще и попутные грузы для приисков на реке Алдан, в том числе 2 трансформатора весом по 12 тонн каждый, которые уже 3 года не могли доставить на этот рудник, а также топливо для электростанций. Поэтому каждый трактор должен был буксировать груз от 18 до 20 тонн. Эксперименты показали, что по плотному снегу на ровной местности С-60 мог тянуть сани с грузом 15 тонн, но при выходе на малейший наклон его гусеницы начинали буксовать, и трактор останавливался. Решили, что выход из этой ситуации получится, если на гусеницы установить дополнительные шпоры, и заказ на их изготовление отправили на ЧТЗ. Также все это время трактористы учились ездить на тракторах, а руководители экспедиции регулярно проводили собрания коллектива, на которых подчеркивалось, какое важное и трудное правительственное задание предстоит им выполнить. Время шло дни за днями, и поход все не начинался, и трактористы от скуки уже начинали пить. Дошло до того, что тянуть дальше уже было нельзя, и несмотря на то, что шпоры для гусениц так еще и не пришли, 4 февраля 1936 года караван тракторов двинулся в путь. К вечеру первого дня пути караван отъехал всего 16 километров от Большого Невера и остановился, так как тракторы все время буксовали. К счастью, как раз вовремя пришли шпоры для гусениц. Их привезли с поселка и установили на тракторы. Со шпорами тракторы ехали лучше и преодолевали подъемы, но при этом появилась сильная вибрация, и чтобы ее уменьшить, на более-менее ровных участках пути шпоры снимали через одну. Всего для крепления башмаков на один трактор использовалось 144 болта. Таким образом, каждая процедура снятия и установки половины комплекта шпор требовала от водителя зажать или отвинтить 72 болта. 3 марта колонна вошла в Якутск. Экспедиция прошла 1340 километров за 28 дней. Из них 16 суток чистого хода и плюс 12 дней составили отдых при промежуточных остановках в попутных поселках и заправка машин. Таким образом, среднеарифметически 1 час пути чередовался 45 минутами простоя. Все тракторы были на ходу, в пути случались некоторые поломки, но их тут же устраняли. После короткого отдыха в Якутске колонна тракторов вышла на Турий взвоз к каравану замерзших судов и 16 марта 1936 года вернулась в Якутск, доставив 116 тонн груза. После этого тракторы С-60 были переданы для продолжения работ по разгрузке оставшихся грузов, а состав экспедиции частично был расформирован, и ее прикомандированные участники отбыли по домам. Приемо-сдаточный акт утверждал высокое качество машин ЧТЗ и замечательный успех экспедиции.
Несмотря на то, что в этом походе применялись только тракторы С-60 и никакие другие, участники экспедиции уверенно сделали вывод, что советские тракторы являются лучшими в мире, о чем сделали соответствующую надпись краской на стенке своего вагончика-теплушки. О том, только ли тракторы ЧТЗ могли работать в таких трудных и суровых условиях, будет рассказываться в последующих фильмах этой серии.